أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك. ربي فاغفر زلتي ما أحكمك أبتغيها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Мир и благословение Его посланнику, да благословит Его Аллах и приветствует Его семью, Его сподвижников и всех тех, кто последовал за Ним до самого судного дня. Поистине самая правдивая речь — это речь Аллаха, а самый правильный путь — это путь Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует. Наихудшими же делами является новшество в религии. И каждое новшество есть нововведение, каждое нововведение есть заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Мои дорогие братья, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Братья, сегодняшнее наше обсуждение хотелось бы провести как неформальный совет. И совет, который я вам даю, основан на известном хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Что значит, что религия есть наставление и совет. И когда сподвижники спросили его, совет и наставления по отношению к кому? Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: совет и напоминания по отношению к Аллаху, к Его книге, к Его посланнику, к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще. Таким образом, мы знаем, что наименьшей нашей обязанностью является давать наставления друг другу на основании того, что Аллах приказал нам, советовать друг другу с помощью книги Аллаха, свят Он и велик, и сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Советовать друг другу, подчиняться и следовать правителям мусульман и наставлять друг друга в общих вопросах. И тот совет, который я хочу вам дать, по воле Аллаха, соответствует этим требованиям. Я хотел бы озаглавить сегодняшнее мое наставление «Обязанности братства».
И этих обязанностей много. Я не думаю, что смогу охватить их все за это короткое время. Но хотелось бы использовать в качестве основы некоторые хадисы из сборника 40 хадисов имама ан-Навави. Да помилует его Аллах. И мне хотелось бы сказать несколько слов именно об этом сборнике имама ан-Навави. Я советую всем братьям-мусульманам, особенно тем, кто только что принял ислам, тем, кто еще ищет свой путь, тем, кто вернулся в религию, к исламской сознательности, тем, у кого есть дети, и тем, кто хочет встать на путь поиска знаний или что-то в этом роде. Я советую всем братьям прочитать 40 хадисов ан-Навави вместе с женами и детьми в качестве основы для ознакомления со стержнем хадисов. Прочитайте, ознакомьтесь с ними и по возможности постарайтесь выучить их. Почему? Потому что этот сборник, составленный имамом ан-Навави, затрагивает и охватывает большой круг вопросов, включая всего 40 хадисов. Он выбрал эти жемчужины из слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и охватил ими океан знаний. А это сделать очень нелегко. Охватить целый океан знаний, использовав минимум слов. Более того, многие ученые сказали, что достаточно просто прочитать заглавие этих хадисов. Просто заглавие каждого хадиса. И это так на самом деле. И сегодня я хотел бы поговорить о 4 хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из этого сборника, как основа для наставления вас и себя. По моему мнению, после поездок по мусульманскому миру и изучая умму, и сам будучи частью этой уммы, одной из самых серьезных проблем является наше отношение друг к другу. И в каждой лекции, где бы я ее ни читал по всему миру, всегда находятся братья, которые хотят поговорить о халифате, об исламском государстве, о неверных, о том, как нам поступать с врагами Аллаха, о том, куда нам отправиться на джихад. Все эти вопросы правильны, и никто не вправе умалять их значимость. Мы не должны осуждать этих братьев, называть их глупцами или агентами-провокаторами, или что-то в этом роде. Нет, мы должны серьезно к ним отнестись, потому что эти вопросы затрагивают очень важные проблемы. Но проблема для меня заключается вот в чем. Как братья хотят установить что-то такое великое, как исламское государство, и как они хотят достичь этой великой цели и выбрать кого-то, кто стал бы лидером мусульман, если они не выполняют обязанностей братства. Они не ведут себя как мусульмане. Мы не ведем себя как мусульмане. Мы не выполняем элементарных обязанностей перед нашими семьями, как братья, как отцы, как мужья, как соседи. Мы не выполняем даже простых вещей. И если мы не делаем простого, то как мы можем достичь сложного? Если кто-то не может понять простую математику, то, что 9 помноженное на 9 будет 81, как он сможет решить алгоритмы, разобраться в географии, то есть в геометрии? Как он будет считать? Как он построит здание, где требуются сложнейшие вычисления, если он не знает, что 9 помноженное на 9 будет 81? Он не сможет разделить одно число на другое. То, что они хотят сделать, это очень хорошо. Но мы советуем им вернуться к простым вещам, усвоить их, построить свою личность согласно им, а затем приступать к более сложным проблемам.
В этот вечер я хочу поделиться с братьями и просто напомнить себе и братьям, что я новый мусульманин. Я принял ислам, конечно, давно, где-то в 1965 году, то есть почти 37 лет назад. И я пытаюсь быть хорошим, порядочным мусульманином, укреплять мое исламское самосознание, но все же я остаюсь новым мусульманином, потому что моя мать, отец, сестры, братья, дяди и тети, родственники и другие члены семьи не мусульмане. То есть я первый представитель мусульманского поколения в моей семье. Если выделить категорию новых мусульман, мы будем те, кто входит в эту категорию. Конечно же, я не в состоянии достаточно углубиться в этот вопрос. Но так как это повлияло на меня, я замечаю это среди мусульман, и вижу это здесь. И так как мне посоветовали эту тему, я приложу все усилия, чтобы раскрыть ее. И я попытаюсь раскрыть эту тему так, чтобы даже эти мальчики, которым может быть 9 или 8 лет, смогли оценить и понять ее, если на то будет воля Аллаха. И сначала я хотел бы начать с хадиса. И это достаточно большой хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بط به عمله لم يسرع به نصبه رواه المسلم بهذا اللفظ. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах свят он и велик, избавит от одной из печалей Дня Воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в этом мире, и в мире вечном. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет как в этом мире, так и в мире ином. И Аллах, свят он и велик, будет оказывать помощь своему рабу до тех пор, пока раб оказывает ее своему брату. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах за это облегчит путь в рай. А когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, обязательно снисходит на них спокойствие и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится перед Ним. Тому же, кого станут задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее. И эти слова приводятся имамом Муслимом. И мы видим, что среди братских обязательств пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упоминает того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого.
Значит, одним из условий, которые мы должны соблюдать в отношениях друг с другом, это искать неудобства, которые тревожат брата. Мы должны спросить его при встрече, смотря ему в лицо, пытаясь понять, что с ним. Спросить, как дела, брат? Как ты себя чувствуешь? У тебя все в порядке? Как твоя семья? Как твое здоровье? Ты работаешь? Ты нуждаешься в чем-нибудь? Искренне. Представьте, что всякий раз, когда вы встречаете мусульманина, он задает вам эти 5 или 6 вопросов. Как дела, брат? Как ты? Как твоя семья? Как твое здоровье? Как дом? Ты в чем-нибудь нуждаешься? Ты в порядке, брат? Хвала Аллаху, брат. Если тебе что-нибудь будет нужно, дай мне знать. И что вы думаете об этом брате, который при встрече спрашивает у вас это? Если вам вдруг что-нибудь понадобится, в течение дня что-нибудь произойдет, и вы не знаете, кого позвать, попросить, то если вы встретите этого брата, вы скажете ему: «Брат, я не хотел ничего просить, и я не люблю этого делать, но по воле Аллаха произошла такая ситуация». Почему? Потому что вы не стесняетесь его. Потому что каждый раз он просит вас: «Брат, если что-нибудь будет нужно, не говори никому, позвони мне». Это одно из наших обязанностей по отношению друг к другу. Смотреть друг другу в лицо, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что верующий по отношению к брату, он зеркало. Когда вы смотрите в лицо брата, вы знаете его ситуацию, потому что вы знаете свою. Мы должны хорошо знать друг друга, чтобы брату даже не нужно было бы просить вас о чем-либо, чтобы мы уже знали об этом. Мы видим это по его поведению. Мы видим это по его настроению, по его голосу. Мы знаем это, потому что его жена рассказала вашей жене. Мы знаем, потому что его дети играют с нашими детьми. Мы знаем его положение, и поэтому мы не стесняем его, заставляя просить нас. Мы предлагаем помощь. Это одна из наших обязанностей — утешить и защитить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также упомянул того, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение в мире этом и в мире ином. Избавить брата-мусульманина или сестру от проблемы, будь то долг или что-то физиологическое, психологическое, тревога или подавленность, прийти на помощь и сделать это так, чтобы никто не узнал о его положении, о том, что им помогли, и сохранить это в тайне. Это одна из обязанностей братства. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А того, кто покроет мусульманина, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: покроет мусульманина». Что значит покрыть мусульманина? Это значит защитить его от позора. Никому не позволить увидеть его ошибку или позор вашего брата. Если мусульманин делает что-то, за что ему стыдно, как вам нужно поступать? Скрыть это для вашего брата. Возможно, я подойду к нему и скажу: «Брат, субханаллах, Аллах знает, конечно, лучше, но мы братья, и я хочу кое-что сказать тебе. Брат, тебе следует уделить этой проблеме большое внимание». И может быть, вы единственный, кто знает об этом, кто видел это, но вы не открываете это другим людям. Вы приходите к брату и говорите с ним об этом, а после вы храните эту тайну. Если кто-то хочет поговорить с вами об этом, вы не говорите с ним. Или кто-то подходит к вам и сообщает что-то о вашем брате, а вы говорите: «Брат, я не знаю этого о нем». Хотя, может быть, вы и знаете. Но вы говорите: «Брат, я не знаю этого о нем. Я знаю о нем только хорошее». Но по воле Аллаха, я думаю, нам нужно сходить к нему и поговорить об этом. Что вы делаете в этом случае? Вы ведете этого человека с этой информацией к этому брату, чтобы он подтвердил ее в вашем присутствии и предотвратил ее распространение. И первое, что вы сделали, это попытались скрыть это, сказав: «Нет, я не знаю этого о брате». Вы оправдываете его, защищаете честь своего брата и его репутацию. И во-вторых, вы прекращаете этот разговор прежде, чем он дойдет до кого-нибудь, говоря: «Почему бы нам вместе не сходить к этому брату и поговорить об этом?» Также покрыть мусульманина значит защитить его от какого-либо вреда. Если вы знаете, что этого брата ждет какая-то неприятность,
Вы можете покрыть его разными способами, предупредить его. Или если он не знает об опасности, и у вас нет возможности предупредить его, вы можете просто покрыть его тем, что поручитесь за него. Допустим, кто-то пришел к вам, а вы единственный свидетель того, что сделал ваш брат. И вас спрашивают: ты видел это? Ты знаешь об этом? Ты можешь быть свидетелем того, что он это сделал? В этом случае вы можете сказать: братья, я не уверен в том, что я видел. Брат, я не хочу быть свидетелем ни в чем, потому что я не уверен в этом. Иншаллах, пусть Аллах поможет этому брату. И, возможно, вы единственный, кто сможет уладить эту ситуацию. Вы имеете право защитить брата. И Аллаху ведомо лучше. Возможно, есть и другие мнения на этот счет. В зависимости от того, насколько серьезна проблема, скольких людей она затрагивает и каким последствиям может привести. Но суть в защите чести мусульманина и в сохранении его доброго имени и его личности. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: того Аллах покроет в мире этом и в мире ином. Теперь мы знаем, что покрытие ошибок мусульманина и защита его от вреда – одни из обязанностей братства. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: и Аллах будет оказывать помощь своему рабу. Аллах свят, Он и велик. Будет помогать своему рабу, пока раб что делает? Помогает своему брату. Помощь. Помощь брату-мусульманину значит помочь ему даже в чем-то незначительном. Например, брат несет сумки, и вы помогаете ему. Вы просто помогаете ему нести их. Вы помогаете брату в чем-то маленьком. Но это большое дело перед Аллахом, свят Он и велик. Помощь нашему брату. Если он оказывается в затруднительном положении, и вы не можете помочь ему так, как он просил вас, вы можете сказать: хорошо, брат, по воле Аллаха я сделаю все, что смогу. Быть может, у меня больше связей, чем у тебя. И я могу пойти к 10 мусульманам и сказать: братья, послушайте, один из наших братьев попал в такую ситуацию, и я обязался помочь ему. Может ли каждый из вас дать мне по 10 фунтов для него? Если вы доверяете мне, то дайте мне, пожалуйста, денег для этого брата. Вас, конечно, могут спросить, кто этот брат? Но лучше это скрыть, сказать: брат, пожалуйста, я не хочу стеснять его. По воле Аллаха, ему нужна помощь. Можете ли вы мне по знакомству дать по 10 фунтов, или по 10 долларов, или по 20 долларов, чтобы я отдал их этому брату? И это очень большое дело. Этот брат может не иметь таких связей, такой репутации, таких отношений. Сам бы он никогда не получил такой помощи. А куда ему идти? В армию спасения? В церковь? В благотворительную организацию? Позор нам, братья. Я имею в виду, что мы заставляем идти нашу сестру или нашего брата в благотворительную организацию, в армию спасения, в церковь, для того, чтобы получить ту помощь, которую они должны были получить от мусульман. А затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил тему обязанностей братства. И, субханаллах, в этом же хадисе он говорит: вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, как мы сегодня, по воле Аллаха, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, это значит, что у него есть намерение для этого. Он намеревается прийти в мечеть или в другое место для совершения намаза. И он или она знает, что после намаза или перед ним будет урок или обсуждение. И они хотят послушать его. С каким намерением? С тем, чтобы увеличить свои знания. И, возможно, они не поймут содержание лекции. Это будет слишком сложным для них. Но одно только их желание присутствовать в этом кругу, среди ищущих знания, среди студентов, сидеть среди них или рядом с ними, быть в их обществе и уйти с чувством восторга, поняв хотя бы несколько слов. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были такими.
Они приходили из далеких краев и подолгу сидели, только для того, чтобы услышать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и увидеть его. И когда не стало пророка, да благословит его Аллах и приветствует, люди приходили, чтобы посидеть вместе со сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И после них люди приходили к табиинам, приходили и сидели с ними. Затем к тем, кто был их учениками, к ученикам ученых. Люди преодолевали дальние расстояния. И мы видим, что в тех местах исламского мира, где знаний мало, недостаточно, где оно отсутствует, книги недоступны, возможно, где-то в селе, всего лишь несколько книг и один ищущий знания. Мы видим, что люди ценят знания больше, чем в тех домах, где много книг. Так, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах за это облегчит путь в рай. Субханаллах. Один из путей, который облегчает Аллах, свят Он и велик, для ищущего знания. Все потому, что знание — это знание о разрешенном и запрещенном. Не так ли? Если у вас есть знание, что запрещено, а что разрешено, так как невежественный человек не знает, где разрешенное и запрещенное. И когда он что-то делает, он смешивает их. И таким образом он создает проблемы для себя и для своей семьи на пути в рай. Он усложняет путь в рай из-за своего невежества. Но знающий человек может задать вопрос, и посредством этого вопроса он или она может избежать этих усложнений на пути в рай. Усложнение пути в рай — результат совершения грехов, ошибок, нарушений, невежества. И посредством приобретения знаний Аллах, свят Он и велик, облегчит наш путь в рай. И послушайте, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда люди собираются в одном из домов Аллаха, свят Он и велик, это может быть мечеть, это может быть молильная комната, это может быть один из наших домов. Но ради чего мы собираемся? Мы собираемся послушать Коран. Или слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где они совместно читают книгу Аллаха, обязательно снисходит на них спокойствие. Особое спокойствие, которое Аллах, свят Он и велик, приготовил для тех, кого Он любит. На них не сходит спокойствие, освобождение от проблем, чувство безопасности, приподнятое настроение, воодушевление. Это объединяет их и заставляет их любить друг друга. И человек познает ценность присутствия в кругу знающих, праведных людей. Слушая Коран, его толкование, или истории жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И когда вы покидаете такое собрание, что вы чувствуете? Вы чувствуете одаренность, свет, легкость, воодушевление. Возможно, вы просидели там всего 10 минут, полчаса, но этого оказалось достаточно из-за того спокойствия, которое Аллах, свят Он и велик, не спосылает на это собрание. Он также сказал, что не только спокойствие не спосылается на них, но также и милость Аллаха покрывает и окутывает их. И ангелы, которым Аллах, свят Он и велик, предписал искать подобные собрания, находят их, садятся с ними, окружают их. И Аллах, свят Он и велик, упоминает их в собрании, где больше ангелов, где гораздо больше ангелов. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: тому же, кого станут задерживать его дела, его происхождение не поможет двигаться быстрее. Кто-то может сказать: мой отец мусульманин, мой дедушка мусульманин. В моей семье 10 или 20 поколений мусульман. Но какая от этого польза, если он живет как кафир и ведет себя как неверующий? Ест запретное, одевает запретное, и поведение у него такое же. Какая польза в том, кем были твои родители? Или какая польза в том, где ты родился? Араб ты или азиат? Кто ты? Какая твоя семья? Позвольте мне привести один пример. Однажды я познакомился с одним братом в Саудовской Аравии. Его отец был имамом мечети. Он был молодым. И каждый раз, когда мы встречались, он спрашивал у меня об Америке.
Брат, расскажи мне об Америке. Как там живется? Субханаллах, брат, можешь ли ты мне помочь попасть в Америку? По воле Аллаха, мой отец отпустит меня в Америку. Скажи, что мне нужно делать? И так далее и тому подобное. И я заметил, что его интерес был связан не с призывом. Он был просто влюблен в Америку. Это было так, как будто бы он говорил о женщине, на которой он хотел жениться. И перед отъездом его отец попросил меня, сказав, что его сын едет в Америку учиться, встречаться с людьми. И если будет на то воля Аллаха, дорогой брат Халид, пожалуйста, позаботьтесь там о нем. И я сказал ему, по воле Аллаха, шейх, я сделаю это. И субханаллах, когда брат сел в самолет, его отец дал мне номер рейса. Но когда я приехал в аэропорт, чтобы встретить этого брата, его там не было. Его там не оказалось. Он прилетел на этом самолете, но кто-то встретил его до меня. Какие-то другие братья. Другие саудитские братья, которые уже жили в Америке. Которые так же, как и он, были влюблены в Америку. Пропитаны, загрязнены и поражены ей. Они встретили его. И когда я встретил этого брата в следующий раз, субханаллах, он был в отеле и без денег. Субханаллах, вы даже не представляете, что с ним произошло. Всего через 2 часа после его прилета друзья, которые встретили его, отвезли его в отель, где их ждала какая-то стриптизерша или что-то такое. Они или эта женщина подсыпали ему что-то в напиток, опьянили его, а дальше он не помнит, что происходило. Друзья оставили его, потому что он начал плакать. Он стал плакать после всего того, что произошло. И они оставили его. Они просто оставили его там. И по воле Аллаха, когда я приехал к нему, брату было настолько стыдно. Он чувствовал себя таким разбитым. Он не знал, что делать. И единственное, что он сказал мне, это, пожалуйста, не говори об этом отцу. Я сказал ему, брат, я даю тебе совет. Садись в самолет и возвращайся домой. Покайся перед Аллахом Свят Он и Велик и подумай о том, что произошло. Потому что ты увидел Америку. Теперь ты встретился с ней, да? Возвращайся, брат. Покайся перед Аллахом Свят Он и Велик. И подумай над тем, как ты будешь дальше жить. Брат, ведь твой отец имам мечети и очень уважаемый человек. Брат, ты его сын, который вырос в мечети. И этот брат знал половину Корана наизусть. Но чем помогло ему его происхождение? Или то, кем был его отец, и что он сделал для него? Если нас задерживают наши дела, наше происхождение, это не поможет нам двигаться быстрее. Но некоторые люди думают, что они защищены только из-за положения их отцов, из-за положения их семьи или их страны. Но это не так. И в общем, говоря об этом хадисе, мы можем сказать, что первая обязанность братства – это облегчать и защищать, утешать, ограждать, помогать и поддерживать, избегать зависти и эксплуатации, и давать наставления, и советовать друг другу о поиске знаний. Где бы ни проходил урок, звонить брату, 2-3 братьям. Ассаламу алейкум, брат. Сегодня шейх будет давать уроки после утренней молитвы. Каждое утро. Я советую всем братьям. Создайте небольшой список. Запишите имена 20 или 30, может быть 40 братьев. Выберите эти имена. И давайте каждое садака во время фаджра. Так как у всех братьев есть сотовые и мобильные телефоны, не так ли? У всех есть домашние телефоны. И на фаджр вы звоните 10 братьям. Каждое утро звоните 10 братьям. Не ждите ответа долго. Скажите ему, брат, по воле Аллаха, и вот этот самый звонок, 1, 2 или 3 звонка, не более.
1, 2 или 3 звонка, каждый звонок по 3 гудка. И брат догадается, что это был звонок на утреннюю молитву. Может быть, этот звонок даст знать брату, что кто-то беспокоится о нем. И из-за этого он придет в мечеть по воле Аллаха. И через некоторое время этому брату уже не нужно будет звонить, а он сам начнет звонить кому-нибудь. Мы сами увидели это в прошлом году. Мы сделали это так в Бруклине. И в течение 30 дней число братьев, которые приходили на утреннюю молитву, увеличилось от 15 до более чем 40. Потому что для помощи иногда нужен один звонок. Будильник он не услышал, или вообще не заводил его, или лег спать без твердого намерения в сердце, или он вообще привык не вставать на утреннюю молитву. Какой бы ни была ситуация, иногда нам нужна помощь. И таким образом, братья, по воле Аллаха мы должны сказать: брат, ты должен прийти на утреннюю молитву, потому что после нее будет урок. И если этот брат придет на утреннюю молитву, это также урок, из которого он может извлечь две пользы. Во-первых, вы получите 27 наград за молитву в джамаате. У вас будет возможность совершить молитву, о которой упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В хорошем хадисе, где говорится о том, что когда кто-либо из вас ложится спать, шайтан завязывает 3 узла на его затылке. Не так ли? Он дует на них всю ночь, приговаривая: спи, ночь очень длинная, расслабься. Субханаллах. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда кто-либо из вас просыпается и говорит Субханаллах, один узел развязывается. Когда вы идете и берете омовение, развязывается второй узел. А когда вы совершаете молитву, развязывается 3-й узел. И шайтан не имеет над вами власти в этот день. И от вашего тела исходит приятный запах. А тем же, кто спит, шайтан мочится в ухо. И когда они просыпаются, они бывают сбитыми с толку. В этот день шайтан имеет над ними власть, и от их тел исходит неприятный запах. Субханаллах. Мы получим награду, если наш брат проснется и придет на утреннюю молитву, чтобы также получить эту награду. И во-вторых, от того знания, которое он получит, он может измениться, или это знание вылечит его сердце, и мы также извлечем из этого пользу. Другой хадис о братских отношениях пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который также передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. И вы знаете, братья, Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, и шейх, может быть, даже поправит меня. Я полагал, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, из-за большого количества переданных от него хадисов, мне казалось, что он был с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, очень долго. Я предполагал, что он был с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, очень долгое время. Но после изучения сиры и узнав о нем, оказалось, что он был с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Как вы думаете, сколько? 2 или 3 года. Субханаллах. Это невероятно. Что от Абу Хурайры передано больше хадисам, чем от любого другого сподвижника пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Хотя он был с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, возможно, всего 2,5 года. Субханаллах. Потому что однажды он пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и пожаловался на свою память. Он не мог запомнить ничего из того, что говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотя он очень этого хотел. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снял с него накидку, которую одевал он, или снял свою накидку, да благословит его Аллах и приветствует, расстелил ее на земле, провел по ней руками, произнес какие-то слова и вернул ему. И Абу Хурайра сказал: клянусь Аллахом, после этого дня я не забыл ни единого слова, произнесенного пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И это был подарок пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Дар и ясное доказательство. Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر
التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم. О том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не завидуйте друг другу, не имейте хасад друг к другу, не смотрите на то, что есть у другого брата, и не желайте этого». И в другом хадисе, также из сборника 40 хадисов имама Ан-Навави, мужчина спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за которое меня полюбит Аллах и полюбят люди». И что ему ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Отрекись от мира этого, усмири свои страсти, отрекись от того, что есть у людей, и люди полюбят тебя. И отрекись от этого мира и от любви к ней, и Аллах полюбит тебя». И вы знаете, это подтверждается психологически. Если вы встречаете богатого человека, властного человека, если вы хвалите его дом: «О, брат, какой у тебя хороший дом! Субханаллах! Брат, какая у тебя хорошая машина! О, брат, у тебя такая хорошая жена! Брат, субханаллах! Какие у тебя дети, брат!» Он не хочет, чтобы вы были рядом с ним, потому что он знает, что вы можете сглазить его. Вы хотите то, что есть у него, и такие люди не хотят, чтобы вы были рядом с ними. Но те, которые находятся с такими богатыми людьми, которым все равно на то, что у них есть, им все равно, сколько у них имущества, что другие думают о них, кто они, и они ведут себя с этими людьми на равных. Слушай меня, Майкл, сядь, пожалуйста, у меня есть к тебе дело. Итак, с любой кинозвездой, спортсменом, известным телеведущим, мы их называем шишками. Если вы не обращаете на них никакого внимания и ведете себя с ними как с обычными людьми, то они полюбят вас. Но если вы бегаете за ними, давая им понять, что то, что есть у них, представляет какую-то ценность, то они заставят вас бегать еще больше. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не завидуйте друг другу, не имейте хасад». Если вы смотрите на ребенка вашего брата, и это красивый ребенок, вы хвалите его, какое дуа мы произносим, когда мы слышим похвалу в свой адрес? Какое дуа? Табарак Аллах. Да благословит его Аллах. Всегда говорите Табарак Аллах, ограждая и защищая себя от сглаза. Потому что сглазить можно ненарочно. Естественно, когда вы видите что-то красивое, вы хотите это. И не обязательно отобрать это у брата. Вы просто хотите того же, что есть у него. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не завидуйте друг другу, потому что зависть приводит к эксплуатации. По меньшей мере к ревности. Зависть, ревность, эксплуатация». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не увеличивайте цену, то есть не используйте друг друга в своих интересах. Не используйте корыстно сложившуюся ситуацию. Если где-то, например, нет воды, ее литр стоит $1, но из-за засухи ее поднимают до $5 или 5 фунтов. Не завышайте цену на нее. И не садитесь рядом с вашим братом-мусульманином на рынке, продавая товар по более низким ценам. Нет, идите на рынок, узнайте средние цены на товары. Идите туда с уважением и достоинством. Не сбивайте цены. Выложите товар и продавайте по средним рыночным ценам. В исламе есть целая глава относительно торговли. Вы верите, вы убеждены в том, что если Аллах предопределил, покупатели в любом случае придут к вам. Но вы не должны перебивать цены.
И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул здесь о женитьбе. Является запретным для брата-мусульманина знакомиться с женщиной, на которой намеревается жениться другой брат. Даже если между вами есть какая-то связь. Или вы слышали, что вы ей нравитесь. Вы слышали, что может быть. Она спрашивала о вас у какого-то брата. Но если вы знаете, что ваш брат спрашивал о ней, то ничего не предпринимайте. Таким должно быть наше поведение и обязанность по отношению друг к другу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует из вас истинно никто, пока не полюбит для своего брата то, что он полюбит для себя». И имам Газали, да помилует его Аллах, сказал относительно этого хадиса, и Аллаху, конечно, ведомо лучше. Он сказал, что наименьшая степень братства – это любить для брата то, что вы любите для себя. А какая же высшая? Желать для своего брата больше, чем вы желаете для себя. И это было продемонстрировано сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда они вошли в лучезарную Медину, как они поступили? Один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я сейчас точно не помню его имени, сподвижники разделились. Каждый ансар принял одного мухаджира. И ансар повел сподвижника на рынок и сказал, извините, он повел его к себе домой и сказал: «Брат, раздели со мной мой дом, мое имущество. И, брат, субханаллах, у меня 2 жены. И женись на той, которая тебе больше нравится». Субханаллах, мы бы с вами не смогли этого сделать. А если бы и сделали, то отдали бы, наверное, не самую красивую жену. Или, по меньшей мере, непривлекательную. Естественно, то, что я отдаю одежду брату, которая есть у меня. Но если у меня есть новая одежда, я ее не отдам. Значит, высшей степенью веры в отношениях между братьями является не просто хотеть для брата того, что хочется для себя, а то, что больше этого. И этот мухаджир, этот сподвижник, сказал: «Нет, брат, спасибо. Да воздаст тебе Аллах благо. Просто укажите мне на рынок, чтобы я сам смог заработать деньги». Вы видите? Итак, братья, пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Откажитесь от взаимной ненависти. Если брат сделал вам что-то, что вам не понравилось, не злитесь на это за него в следующие несколько месяцев. Вы избегаете его, говорите о нем плохо, жалуйтесь на него имаму и другим братьям, о том, как он грубо с вами говорил, или обидел вас, сделал то, сделал это. На этом чувстве будет играть шайтан, и даже увеличит его. И вы начнете не просто не любить этого брата, вы станете его ненавидеть, что приведет к вражде. И прежде чем вы поймете это, вы станете относиться к нему как к противнику. И когда ему понадобится помощь, вы отстранитесь от него и откажете ему. Если вы так к нему относитесь, вы дадите знать ему об этом. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал нам: «Откажитесь от взаимной ненависти и не поворачивайтесь спиной друг к другу». Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал нам: 2 мусульманам разрешено избегать друг друга. Как долго? Всего 3 дня, не так ли? И через 3 дня тот брат, который приходит к другому первым, лучший из них, говоря: «Брат, субханаллах, брат, я не знаю, что на меня нашло. Брат, пожалуйста, приди ко мне в гости, потому что он должен прийти. Брат, приходи ко мне поужинать. Брат, я не знаю, что на меня нашло. Я люблю тебя ради Аллаха. Это просто наущение шайтана, иншаллах. Брат, я думал об этом по воле Аллаха. Брат, пожалуйста, прими этот подарок от меня. От моей жены твоей жене. Брат, пожалуйста, прости меня». И, возможно, брат обидел вас и спровоцировал эту ситуацию. Может быть, вы правы, а он нет. Но, субханаллах, если вы можете исправить положение, прийти к нему и помириться, то это прекрасно, потому что вы победили шайтана. И пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Не перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха». Братьями. Мусульманин – брат мусульманину. И кафир не является братом мусульманину. Он даже не является другом ему.
Мы ходим в школу с неверными, работаем с ними, живем среди них и называем их друзьями. Знаешь, у меня есть друг, он не мусульманин. Субханаллах. Как вашим другом может быть не мусульманин? Не мусульмане не являются нашими друзьями. Нас не должно ничего связывать. Он порядочный человек, ему нравится быть с тобой. Вы вместе шутите, сидите, едите, но он не может быть вашим другом. Ваши друзья никто иные, как кто? Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и верующие. Мы должны ценить братские отношения, потому что если у нас не будет брата, то кто у вас будет? Если вы не с ним, тогда с кем же вы? С кем-то, кто не с ним. И этот кто-то будет неверным. И сначала вам может показаться, что они уважают вас, заботятся о вас, преданы вам. Но в определенных ситуациях вы увидите, что у них нет к вам уважения, ни заботы, ни преданности. Но если вы исправите отношения со своим братом, именно он будет предан вам, будет уважать вас, помогать вам и будет рядом с вами. Но для этого нам нужно потрудиться. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни обманывать его. Мы не притесняем брата и не используем его в своих интересах, не запугиваем его, не вселяем в него никакого страха. У нас нет права запугивать брата. Даже если я сильнее его, у нас нет права пугать брата, стоя за его стеной. Когда он входит, говорит, например, «Ба!» Субханаллах, братья, нельзя этого делать. Это нарушение братских отношений. У вас нет права этого делать. Даже в шутку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал братство неприкосновенным. Очень важным. Основа мусульманского общества – это братство. Если его не будет, забудьте о единстве мусульман. Единства не будет. Не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни обманывать его. Если он пообещал ему что-то, то должен сдержать обещание. Если не смог выполнить обещание, он просит прощения и пытается возместить его. Он рядом, если брат нуждается в нем. Он рядом. Поддерживает его. Если он встречает брата на улице, то говорит «я с тобой». Если он говорит «я с тобой», это значит, что он рядом, и вы можете рассчитывать на него. И в таких братских отношениях мы нуждаемся. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не обманывать его». Если вы задаете брату вопрос, и он отвечает на него, вы верите ему, вы знаете, что это правда. Он вам не лжет. И не относиться к нему с презрением. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Где богобоязненность?» Богобоязненность находится в сердце. И невозможно, чтобы в одном сердце объединились праведность, страх перед Аллахом и ненависть к мусульманам. Эти два чувства не могут находиться в одном сердце. Человек, который боится Аллаха, свят он и велик, думает об Аллахе, свят он и велик, хочет чего-то от Аллаха, свят он и велик, и просит у Аллаха, свят он и велик, взывает к Аллаху о прощении и милости, о силе, о руководстве. Человек, в сердце которого есть это чувство, праведник. У него не может быть ненависти к брату-мусульманину, потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Богобоязненность вот здесь». И указал на грудь. Сколько раз? 3 раза. И он сказал: «Достаточно будет вреда». То есть достаточно в этом свидетельства, что для мусульманина есть вред от чего? В презрении другого мусульманина. Потому что презрение не появляется за одну ночь. Когда вы начинаете презирать, ненавидеть брата, то это чувство растет. Семя посажено, и вы обрабатываете его, и позволяете делать это другим. И таким образом, это доказательство того, что в вас есть зло, в том, что вы позволяете развиваться презрению к своему брату. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закончил этот хадис и сказал: «Для каждого мусульманина должен быть запретным другой мусульманин». И что здесь имеется в виду под словом «запретным»? Недопустимым, неприкосновенным. Даммуху – это его кровь, его жизнь. Малюху – его имущество и все, что у него есть. И ирдуху
Это его честь, его репутация, его семья. И если все мы по воле Аллаха будем придерживаться этого, Аллах Свят Он Велик поможет нам сохранить братские отношения. И еще один короткий хадис, который относится к этой теме, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: عن أبي محمد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ابن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. Передают со слов Абу Мухаммада Абдуллы ибн Амра бин Аляса, да будет доволен ими Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем пришел я». Это всего лишь страсть. Не действие, а только страсть. Не уверует никто из вас до тех пор, пока идея, мнение, чувство, страсти, что то, что он хочет сделать, не последует за тем, с чем пришел я. А с чем же он пришел? Да благословит его Аллах и приветствует. Это значит в соответствии с Кораном и Сунной. Это значит, что когда я о чем-то думаю, когда я что-то чувствую, когда я что-то намереваюсь сделать, когда у меня есть какое-то мнение, то я должен сделать в первую очередь что? Узнать, какое есть этому доказательство. Узнать доказательства. А после выяснения этого склонить себя к этим доказательствам. Если я этого не сделаю, значит, я не уверовал. Мы не мусульмане. Мы не уверовали до конца. Мы мусульмане по нашим именам, по языку, по внешнему виду. Но наша вера несовершенна. И в заключение, братья, я хочу напомнить вам и себе, что обязанности братства – одни из важнейших обязанностей, потому что без этих обязанностей мы никогда не построим общество. У вас есть семьи, у меня есть семья. У нас собственные жизни. Но единственным, что связывает нас вместе, наши семьи вместе, это обязанности братства. Аллах Свят Он Велик говорит: «Я прибегаю за защитой к Аллаху от проклятого шайтана». Воистину верующие кто? Они братья. Посему примиряйте братьев. Будьте чистосердечными. Примиряйте братьев. Распространяйте мир. И в судный день одна из величайших степеней будет приготовлена для тех, кто посвятил себя примирению мусульман. Это и есть мусульманское общество. И вы знаете, субханаллах, когда вы приходите на собрание мусульман, большое собрание мусульман, обратите внимание, как они относятся друг к другу. Посмотрите, как они относятся к старшим, как младшие относятся к старшим, и как старшие к младшим. Посмотрите, как они предлагают друг другу лучшее место для того, чтобы сесть. Посмотрите, как они входят в двери, как они встречают и пропускают друг друга. Посмотрите, как вели себя сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда их отделяла друг от друга стена. Что они делали? Они снова приветствовали друг друга. Всегда. Мир тебе, брат, как у тебя дела? Хвала Аллаху. Субханаллах, братья, в Судане. И я говорю о них, потому что у них есть такая традиция. Когда они встречаются, и, возможно, вы, братья, не сталкивались с этим, но когда суданские братья встречаются, у них есть такая хорошая традиция. При встрече друг с другом они тратят около 5 минут. Говорят только: и я имею в виду, в течение где-то 5 минут они заняты только тем, что они благословляют друг друга и просят у Аллаха друг для друга чего-нибудь хорошего. Для чего? Чтобы полюбить и уважать друг друга больше. А что мы делаем? Как дела, брат? Маша Аллах, брат. Мир тебе, милость Аллаха и его благословение. И все. И больше мы ничего не говорим. И входя в комнату, мы садимся. И можем даже не поздороваться. Или, проходя через дверь, мы просто смотрим друг на друга. Нет. Если мы хотим сделать что-то для увеличения любви и уважения друг к другу, у нас должно быть безграничное уважение и терпение друг к другу. Но когда мы встречаемся с кафирами, то смотрим на них грозно.
Мы не должны смотреть на них, как на мусульман. К мусульманину мы должны относиться, как сказал Аллах, Свят Он Велик. С милостью. Так? Сурово к неверующим и милостивы между собой. Но у нас почему-то получается наоборот. Мы можем увидеть неверующих в колледже, в школе, коллег, друзей, на улице, улыбающихся, обнимающихся. «Как дела, друг?» и так далее. А когда мы встречаем мусульманина, он делает все, чтобы мы его не увидели. Субханаллах. Братья, если честно, когда неверующие видят в нас слабость, они знают, что мы неправильные мусульмане, и не имеют к нам никакого уважения. И я хочу напомнить себе и братьям, по воле Аллаха, чтобы мы придерживались принципов братства. Простых принципов. Зовите друг друга в гости. Знакомьтесь друг с другом. Знаешь ли ты своего брата, с которым вы вместе едите? А как зовут его детей? Знакомы ли ваши жены? А где он работает? Чем он занимается? Какие у него занятия? Чем вы можете помочь друг другу? Где он живет и в каких условиях? В каком он положении? Сначала вы узнаете это от 4 или 5 братьев. Потом от 10 или 15. Как? Да очень просто. Каждую неделю. Приглашайте мусульманина к себе домой на чай. И через некоторое время это станет обычаем среди братьев. Я обращаюсь к вам, потому что вы молодые мусульмане. Иногда, когда мы говорим это старшим, они отвечают: «Послушай, брат, мы слышали все это раньше, но ведь вы молоды. И если вы установите любовь и уважение друг к другу сейчас, они останутся с вами навсегда. Это станет благоуханием, как миск. Он будет ароматом, потому что это приведет к преданности и верности между вами. И там, где нет братских отношений, нет преданности и верности, нет даже дисциплины. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, любили друг друга ради Аллаха, Свят Он и Велик. И мы знаем хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где он упомянул 3 качества. И тот, в ком они будут, тот почувствует что? Почувствует сладость веры. И какие эти 3 качества? Когда человек любит Аллаха и его посланника больше всего остального. Он любит, чтит, подчиняется Аллаху и его посланнику в соответствии с Кораном и Сунной. Больше, чем всему остальному во всем мире. А какое второе качество? Это то, что он любит другого человека ради Аллаха, Свят Он и Велик. Ради лика Аллаха. Если вы любите брата, что вам нужно сделать, по словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Вам нужно сказать ему об этом. Брат, я люблю тебя ради Аллаха. Вы знаете, когда неверные слышат, как братья говорят эти вещи друг другу: «Брат, я люблю тебя». Они говорят: «Что? Что?» Потому что они не понимают, как брат-мусульманин может любить своего брата. Но им даже и не нужно этого понимать. Это особое сокровище, которое Аллах не дал им, а дал нам, чтобы связать наши сердца вместе. Даже если мы не знаем друг друга, не знаем наших языков, не знаем наших национальных культур, и мы вообще не знакомы, но мы любим друг друга. И поэтому, братья, я хочу вам только напомнить, чтобы мы утешали, защищали друг друга, помогали, прикрывали, содействовали и поддерживали друг друга, избегали зависти и эксплуатации, перебивания цен, притеснений и запугиваний, предательства и отказов в помощи, лжи, ненависти и враждебности в отношениях между собой. Сохраняли имущество, жизни, кровь и честь как доверенная и как неприкосновенная. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Дорогие братья, в конце я хочу поблагодарить вас за ваше внимание. У меня нет особых исследований по этой теме.
Но я прочитал эту лекцию для разъяснения братских отношений, потому что если мы будем развивать их, Аллах будет доволен нами. И по воле Аллаха, если Он будет доволен нами, то примет наши мольбы и поклонения, если на то будет воля Аллаха. И по воле Аллаха, братья, позвольте мне поделиться с вами еще одним личным наблюдением. Я обращаюсь к вам, к молодым братьям. В мусульманском обществе одной из наших проблем является то, что у нас нет никакой дисциплины. Это одна из наших основных проблем. Это очень трагично и печально. Когда вы приходите в какое-либо собрание мусульман, там нет никакой дисциплины. Каждый делает то, что он хочет, как ему хочется. И даже имам мечети всего лишь глава молитвы. Вот что происходит среди мусульман. Имам мечети уже не обязательно их амир. Потому что если бы он им являлся, то какие бы у него были права? Он имел бы право им приказывать. Если он делает вот так, то все должны сесть. А если он делает вот так, ему также ничего не нужно говорить. Все должны встать и уйти. Он может решать проблемы среди них только по одному положению и статусу среди них. Когда они входят в комнату, то должны проявлять глубочайшее уважение и не уходить без его разрешения. Это одно из правил поведения. Но вы видите, что мусульмане сегодня приходят в мечеть по воле Аллаха помолиться или послушать лекцию, но они приходят как стадо. И вы сами это видите. Потому что так, как они приходят, так же и уходят. Они не спрашивают разрешения, у них нет адабов. Но кто в состоянии изменить такое положение? Взрослые мусульмане не могут этого сделать. Но вы, молодые братья, вы сможете, но для этого вы сами должны стать дисциплинированными. Вы должны показывать пример почтительного отношения к своему лидеру. Мы никого не боготворим. Никого не боготворим и ни на ком не зацикливаемся. Но дисциплина ислама состоит в том, что мы должны подчиняться лидеру, не так ли? Не только в молитве, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: голову того, кто поднимет ее до того, как это сделал имам, возможно, Аллах превратит в ослиную. Вы видите? О чем это говорит? Это значит, что молитва учит нас чему? Дисциплине, согласованности, подчинению лидеру, подавлению собственного нафса, чувств. Не уходить, когда вам этого хочется. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не вставали и не уходили, когда они этого хотели. Они так не поступали. Они спрашивали разрешения. Это адабы. Это правило поведения. Спрашивать разрешение. Однажды человек встал и собрался уходить, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановил его и сказал: «О такой-то, неужели ты ничего не хочешь попросить у Аллаха Свят Он и Велик?» Что он посоветовал ему сделать? Остаться и совершить дополнительную молитву или дуа, поминать Аллаха Свят Он и Велик. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, оставались на месте и ждали знака пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что уже можно уйти. Это нравственное поведение. И мой совет молодым мусульманам: учитесь подчиняться своему лидеру. Будьте дисциплинированными, бдительными и собственным примером показывайте, чего вы ожидаете от других. Не только помогайте мусульманам, но исправляйте их. Потому что без порядка среди мусульман все эти вопросы халифата, исламского государства никогда не решат наши проблемы, если мы не наведем этот порядок в своем доме. И навести порядок в доме – это то уважение, которое мы к нему проявляем. Можете ли вы в университете зайти или выйти из аудитории, когда захотите? Можете? Нет. Не можете. Вы приходите и уходите в определенное время. А если вы не придерживаетесь этого, вас отчислят, не так ли? Абсолютно все в обществе, в котором мы живем, построено вокруг регулирования и порядка. Если вы идете в банк, то вы стоите в очереди, правильно? Но что происходит в мусульманских странах при проверке паспортов и так далее? Никто не хочет стоять в очереди. Все толкаются, кричат, все дерутся, хотя нужно всего лишь встать в очередь. Что? Ну да. Вот видите, или вокруг черного камня, например.
хотя он не обладает никаким преимуществом, никаким, чтобы целовать его. Что сказал Умар, да будет доволен им Аллах, когда совершал обход и остановился возле камня? Он остановился и сказал: «О камень, я знаю, что ты не больше, чем камень, и что ты не можешь навредить и принести пользу. Но если бы я не видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, целовал тебя, я бы никогда не сделал этого». Субханаллах. Если во время обхода кто-то может легко это сделать, то хвала Аллаху. Это норма поведения, это хорошо. Но если не можете, просто укажите на него. Потому что это как джамраты. Люди кидаются на них, как будто это настоящий шайтан. Они не избегают шайтана в домах, в делах. Они не избегают его. Они даже не совершают утреннюю молитву. Они впадают во все виды греха у себя дома. Но во время хаджа они кидают камни, кидают обувь, вообще кидают все, что у них есть, как будто это настоящий шайтан, не осознавая того, что это просто символ. И я говорю вам, молодым братьям, у вас есть энергия, у вас есть сила. И если вы дисциплинированы, и у вас есть лидер, и вы уважаете его, то покажите дисциплину и порядок. И вы сможете, если на то будет воля Аллаха, привести в порядок и других мусульман. Вы сможете это сделать. И в нашем вчерашнем собрании, возможно, мы и сегодня соберемся, если на то будет воля Аллаха. Мы благодарим Аллаха за такие собрания мусульман. Но есть аспект, на который нам нужно обратить внимание. На таких собраниях должны быть 40 или 50 молодых людей, которые делают хидму. Мы не называем это охраной. Мы называем это хидмой, обслуживанием. Что они делают? Когда они видят стариков, которые входят в мечеть: «Как у вас дела, отец? Как ваши дела, шейх? Хвала Аллаху. Проходите, садитесь, пожалуйста». И предлагают им лучшее место. И они показывают своим поведением, что мы должны уступать лучшие места старшим. А стоящие для кого? Для молодых. И мы также говорим нашим братьям: «Брат, можно я поставлю твою обувь на полку?» И вы увидите, что все придет в порядок. Вчера я рассказывал брату о своей поездке в Токио и встрече с их мусульманами. Субханаллах! Братья, вы просто не представляете себе их мечеть. Она может быть наполовину меньше этой, но на ее стенах нет ни одного свободного места. Они используют малейшее пространство, потому что Япония очень маленький остров. У них в коридоре нет обуви. Некоторые из них находятся в уборной, чистят, моют, распыляют, следят за полотенцами, чтобы вы вышли и сразу вытерли руки. А если вы пролили воду, то они просят вернуться вас и убрать за собой. Если вы оставили обувь снаружи, они просят вас поднять ее. Там для них есть такие шкафчики со скользящими дверцами. Если вы пришли в пальто, то вы не бросаете его на пол, а вешаете на вешалку. Очень четкий порядок и дисциплина. Вот такие японцы. И он сказал мне: «Брат, я одного не могу понять. Как мусульмане не могут понять, что им нужно делать со своей обувью?» Субханаллах. Он инженер и думает, что среди мусульман распространена болезнь, а обувь — это ее индикатор. Он говорит, что когда мусульмане научатся обращаться со своей обувью, организованность вернется к ним. И тогда мне показалось, что это очень упрощенный подход. Но в этом что-то есть. И я советую молодым братьям, которым Аллах позволил приходить на утреннюю молитву и вернуться к самосознательности, которые пытаются следовать Корану и Сунне, молодым, дисциплинированным, знающим и получающим знания. Если не вы за это возьметесь, то кто? Кто изменит ситуацию? Братья должны создать группу, такую как Союз Честных.
Это было объединение молодых людей, в составе которого был их пророк, да благословит его Аллах приветствует, когда он был еще мальчиком. Ему было где-то 8 или 10 лет. И он состоял в этой группе, Союза честных. И что это означает? Это благотворительный союз или что-то подобное? Так? Видите? Подобие пионеров, молодежного клуба. И чем же они занимались? Они приносили пользу обществу. И это то, во что был вовлечен пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В социальные работы. Если на улице что-то происходило, они говорили об этом старшим. Они ухаживали за больными, убирали препятствия на дорогах, присматривали за стариками. Есть ли сегодня молодые люди, которые организуют что-нибудь подобное? И где бы ни собирались мусульмане, эти братья будут обслуживать там. И имаму это понравится. Понравится, потому что братья не охраняют, а обслуживают. И в то же время занимаются чем? Помогают с обувью, чистят в уборной, следят за территорией вокруг мечети, смотрят за кем? За гостями. Как они? Кто из них старше? И мечеть также в безопасности от чего? От неверных и других неприятностей. Если вы сделаете это, то по воле Аллаха произойдут несколько вещей. На таких собраниях присутствуют засланные люди. На наших собраниях. Для чего? Для провокаций. Для создания смуты. Они будут обескуражены, потому что там присутствуют молодые и бдительные братья, чьи глаза устремлены на них. И кого они будут бояться, если не будут бояться Аллаха, свят Он и велик? Мы не пугаем мусульман, но это плохое поведение. Например, воровство. Если вор хочет что-то украсть, то ищет место, где можно это сделать. Но если там есть смотритель, который ходит с палкой и наблюдает, то что ты сделаешь? Убирайся отсюда. Он будет избегать этого места только из-за одного человека. По воле Аллаха, среди нас есть как хорошие люди, так и плохие. И если мы улучшим нашу дисциплину, организованность, если среди нас будут те, которые будут напоминать нам об этом, я советую братьям, под руководством и управлением имама и других братьев, подумайте об этой проблеме. Соберитесь силами. Усильте дисциплину, развитие. Перейдите на новый уровень. Помогайте везде, куда бы вы ни пошли. Где бы ни было собрание, обслуживайте его. И во время обслуживания помогайте регулировать движение мусульман. Потому что не мусульманам, которые находятся среди нас, нравится, хотя они не понимают сути вероубеждения, но им нравится братство среди мусульман, их дисциплина, как они решают свои вопросы, как они проводят мероприятия. И мы просим Аллаха, свят Он и велик, чтобы мы развивали братские отношения, и чтобы Он сделал полезной мою работу по воле Аллаха. Большое спасибо, братья, за выделенное мне время. Я надеюсь, что у меня будет еще время для того, чтобы прийти и поговорить с вами завтра. جزاك الله خيرا. Хвала Аллаху. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.